Сегодня в научном отделе Центра тувинской культуры рассказали о популяризации сказительского искусства. Это важный пласт наследия, не менее значимый, чем хюэмей. Важно разграничить сказительство и горловое пение, добиться его аутентичности, а также взять это искусство на вооружение в деле сохранения чистого тувинского языка. Антон Пасохин подробнее. Нет ни старшего, ни младшего брата. Жил Ускюсол возле реки Кангай-Кара. Был пастухом у злого Каратыхана. Сказки, которые читает нараспев о героях, но в исполнении Хамижи Андрея Мангуша повествование о простом парнишке Ускюсоле приобретает черты героического эпоса. Хороший сказитель пропускает сказку через душу. Все это передать через себя. Не только сказки, но также песни, вот горловое пение тоже. Точно так же все это передавать от души, от себя полностью преданно. Сказители в старину были в почете. Сказки нараспев тувинцы читали по радостным и грустным поводам. Исследованием сказительства в Центре тувинской культуры занимаются уже 7 лет. Опираемся на научные работы, на фундаментальные работы ученых-предшественников. И также мы организовываем фольклорно-этнографические экспедиции для того, чтобы выявить объекты нематериального культурного наследия. ИГИЛ друг Хаамею, а вот сказки в старину рассказывали без аккомпанемента. Одна из задач, которую поставили на недавнем съезде сказителей – сохранить оба направления аутентичными, не смешивать у них разные задачи. В центре не исключает, что сказительство может повторить судьбу Хаамеи, стать узнаваемым брендом Тувы, а также важным вкладом тувинского народа в мировую культуру. Однако главная задача, которая стоит перед сказителями – это сохранение тувинского языка таким, какой он должен быть. Классический, литературный, высокий. Сейчас рассматривают возможность открытия кружков сказителей в школах. Такая практика позволит приобщить детей к наследию и научит говорить на тувинском правильно. Вот и прикладная наука.